Салют, Казахвуд, с вами Али, и я заранее извиняюсь. Перед началом этого обзора я хочу задать вам вопрос, а вы попытайтесь ответить в комментарии. После очень большого успеха сериала «Мошенники» стали ли люди лучше разбираться в этих мошеннических схемах и не доверять любому звонку? Конечно же, отследить и на 100% уверенно на этот вопрос ответить невозможно, но сегодня мы с вами постараемся изучить такое явление, как социальное кино, и поймем, насколько под это описание подходит фильм «Ауру». Социально ориентированное кино в Казахстане – жанр, который в последние годы становится все заметнее. Режиссеры все чаще берутся за темы, связанные с общественными проблемами. Насилие в семье, мошенничество, зависимость и так далее. Но у такого кино есть одна характерная особенность. Когда авторы изначально ставят перед собой задачу донести до общества определенный месседж, очень часто этот месседж оказывается важнее самой истории. В результате вместо художественного повествования зритель иногда получает почти прямую лекцию. Персонажи начинают говорить не как живые люди, а как носители авторской позиции. Они проговаривают мораль вслух, объясняют зрителю, что правильно, а что нет. Иногда это доходит до довольно прямолинейных моментов. Например, в одном из эпизодов первого сезона сериала «Мошенники» есть сцена, где персонаж буквально обращается к зрителю через экран и обвиняет обычных людей в наивности и глупости, мол, сами виноваты, что верят аферистам. Лично для меня социальное кино начинает терять художественную ценность, если в нем на первом месте стоит не история. Да, у такого кино есть конкретная миссия – показать проблему, донести информацию, возможно, даже изменить отношение зрителя к каким-то вещам. Но кино все-таки остается искусством, и зритель в первую очередь приходит за переживанием, за персонажами и за драматургией. Когда же фильм превращается в иллюстрацию к социальной проблеме, а не в полноценную историю, он начинает работать хуже даже с точки зрения самой миссии. Потому что люди лучше всего воспринимают идеи не тогда, когда им их прямо объясняют, а когда они переживают их вместе с героями. Ну а что насчет фильма «Ауру»? Какой посыл и месседж авторы попытались донести до зрителя через эту историю? Какими художественными приемами они пользовались, чтобы этот месседж сработал? И самое главное, получилось ли у них снять в первую очередь интересное кино, а не просто иллюстрацию социальной проблемы? Давайте разбираться по порядку. Друзья, небольшое объявление. Дело в том, что YouTube очень сильно любит, когда пользователи подписываются на канал во время просмотра этого видео. Так что, если вы еще не подписались на этот канал и хотите, чтобы здесь выходило больше видео про отечественное кино, про казахстанское кино, про мировое кино, то подпишитесь, пожалуйста, и тем самым мы будем расти и будет больше мотивации работать над этим каналом. Приятного просмотра. Тоже желание загадать. Ақшамыз көп болсын, бақытты болайық, балалы болайық. Главные герои фильма – молодая семейная пара Азамат и Таншолпан. После свадьбы, покупки квартиры и красивой жизни в кредит, они внезапно понимают, что по уши в долгах. Доходы скромные, Азамат таксует, а Танчо работает официанткой. Банки, коллекторы и долги перед родственниками – все это наваливается на их голову одновременно. И в какой-то момент у Азамата появляется гениальная идея – объявить сбор денег на лечение якобы смертельно больной Таншолпан. Слезное видео в социальных сетях, фейковые анализы и репортаж в СМИ. Все. Люди активно начинают переводить деньги, настолько активно, что пара быстро закрывает кредиты и неожиданно становится маленькой медиасенсацией. Но как это обычно бывает, проблема не в том, как начать аферу, а в том, как ее закончить. И вот здесь начинается настоящая чернушная часть фильма, потому что «Ауру» — это не просто история про мошенничество, а довольно серьезный эксперимент над зрителем. Во второй части фильма картина превращается в очень жесткий психологический триллер, не стесняясь показывать насилие на экране. По сути, начинается откровенное шокирование зрителя, что в конечном итоге становится причиной огромного обсуждения фильма в соцсетях. Люди называли фильм смелым и новым в первую очередь, потому что раньше казахстанский массовый зритель не так часто сталкивался с подобной степенью экранной жестокости в локальном кино. Обычно социальные фильмы стараются держаться в рамках более аккуратной драматургии. «Ауру» же в какой-то момент сознательно ломает эту привычную форму. Вторая половина фильма работает как своего рода моральная ловушка для зрителя, потому что в начале истории многие невольно начинают понимать мотивацию героев. Но чем дальше развивается сюжет, тем более темной становится ситуация. Попробуйте ответить на вопрос, является ли фильм полезным и социально ориентированным. Я считаю, что да, потому что, по сути, «Ауру» бьет сразу по нескольким болезненным темам казахстанской реальности. Первое – закредитованность людей. Второе – культура жизни непосредством.
Третье — мошенничество на благотворительности. И последнее — границы морали, когда человек оказывается в отчаянии. Наверное, только самый ленивый не сказал о том, что Куанышу Бейсекову и его команде удивительно везет с инфоповодами вокруг его фильмов. Причем иногда складывается ощущение, что реальность сама начинает подогревать его кино. Например, фильм «Отсданас Барамын» почти сразу после его выхода в стране происходят январские события. Следующий проект «Дастер» выходит на фоне очень серьезного общественного осуждения темы насилия над женщинами и трагедии Салтанат Нукеновой, которая буквально всколыхнула весь Казахстан. И вот теперь «Ауру» — фильм про мошенничество на благотворительности. Выходит примерно в тот момент, когда соцсети взрываются новостями о Перизат Хайрат, которая, по версии следствия, присвоила средства, собранные казахстанцами, для помощи пострадавшим от паводков. Естественно, люди сразу начали проводить параллели. Но если говорить честно, история Перизат Хайрат все-таки не столько напрямую перекликается с сюжетом фильма. Намного ближе к атмосфере «Ауру» другая громкая история — дело семьи Тутахановых. Супруги Тутахановы организовали сборы на лечение своего ребенка. История активно распространялась в соцсетях, люди переводили деньги, помогали, делали репосты. Но позже следствие установило, что значительная часть этих средств тратилась вовсе не на лечение. Деньги уходили на дорогие покупки, личные нужды и даже азартные игры. И вот именно такие истории, к сожалению, и создают тот самый болезненный контекст, в котором фильм «Ауру» начинает восприниматься совсем иначе. Потому что на экране ты видишь вроде бы художественную историю, но где-то на фоне постоянно мелькает мысль о том, что это ведь не просто кино. Подобные вещи в реальности уже происходили. Итак, получается, что фильм «Ауру» вполне можно назвать социальным кино, потому что он затрагивает довольно болезненные и знакомые для общества темы. Но давайте попробуем посмотреть на него не только как на социальное высказывание, а как на художественное произведение. Наверное, не будет излишней похвалой сказать, что с точки зрения визуала фильм выполнен просто великолепно. Это тот самый редкий случай, когда казахстанский фильм совершенно не стыдно показать зарубежному зрителю. Операторская работа, звук, музыка и монтаж — все сделано на действительно высоком уровне. Видно, что команда работала с большим вниманием к деталям. С точки зрения монтажа, фильм довольно грамотно и исследовательно рассказывает историю. Но интересная особенность «Ауру» в том, что здесь используется сразу несколько типов монтажа. Например, клиповый монтаж. Он появляется в фильме дважды и работает как очень точный инструмент для передачи динамики событий. Первый раз, когда герои начинают постепенно проваливаться в финансовую яму. Эта сцена смонтирована под песню Галымжана Мулданазара, и монтаж здесь работает как ускоритель времени. Счета, кредиты, бытовые сцены, нервное напряжение — все мелькает быстро, почти как поток. Зритель буквально ощущает, как жизнь героев начинает выходить из-под контроля. Второй раз клиповый монтаж появляется уже в противоположной фазе истории, когда начинается обманное обогащение. Под трек Feel Good группы Gorillaz показывается поток денег, лайков, переводов, сообщений и поддержки. И здесь монтаж работает уже немного иронично. Песня сама по себе довольно саркастичная и слегка циничная, и в сочетании с картинкой создается ощущение почти абсурдного успеха. Как будто герои внезапно попали в очень странную версию американской мечты, только построенную на лжи. Именно поэтому этот прием и работает. Он быстро и очень наглядно показывает, как резко меняется их жизнь. Отдельно стоит сказать про операторскую работу. В фильме заметно, что визуальный язык продуман довольно тщательно. Камера не просто фиксирует происходящее, а постоянно пытается добавить сценам дополнительный смысл. Один из самых заметных приемов — это большое количество топ-шотов. Топ-шоты создают ощущение, будто на персонажей кто-то наблюдает сверху. Это может читаться как метафора общества, которое следит за их историей через соцсети. Кое-кто явно вдохновлялся фильмами братьев Коэн. Я не часто говорю про этот департамент в кино, но в «Ауру» очень круто отработали художники-постановщики. Костюмы героев, цветовая палитра квартиры, мелкие детали и реквизиты — все это очень грамотно работает на атмосферу фильма. Даже такие, казалось бы, простые вещи, как подъезд или сама квартира героев, выглядят довольно мрачно и давяще. Видно, что пространство специально выстроено так, чтобы усиливать ощущение безысходности. При этом, несмотря на то, что часть декораций явно создавалась вручную в павильоне, это практически не выбивается из общей картинки. Все выглядит цельно и органично. Отдельно стоит сказать про звук и музыку. Композиторы создали действительно сильные музыкальные темы, которые не просто сопровождают сцены, а помогают формировать настроение всей картины.
Если бы существовал казахстанский Оскар, то одну из наград я бы точно отдал Аяну Тепергену. Его герой проходит довольно сложную эмоциональную траекторию от обычного человека, загнанного обстоятельствами, до человека, который постепенно начинает терять моральные ориентиры. И актер очень точно передает эти изменения. Не менее сильную работу показывает и Дильназ Курмангалиева. Между героями чувствуется настоящая химия, и актеры довольно убедительно передают разные стадии их отношений. Любовь, поддержку, страх, отчаяние, злость, а затем и взаимную ненависть. В какой-то момент их эмоции становятся почти разрушительными, и это выглядит очень правдиво. Ну что ж, мы уже довольно подробно поговорили о сильных сторонах фильма, но меня не зря иногда называют главным кинохейтером в КЗ, поэтому пора перейти к самому уязвимому месту Ауру. И это, к сожалению, сценарий. Именно здесь фильм начинает заметно хромать. Начнем с линии реально больной девочки Дианы. В фильме она появляется довольно странным образом. В сцене, где Азамат просит сигарету у продавщицы, мы впервые видим благотворительную коробку с информацией о болезни Дианы. Именно из этой коробки Азамат получает идею придумать болезнь для Таншолпан. Позже анализы Дианы вообще крадет Дамир и использует их как доказательство болезни. Проблема в том, что все это выглядит так, будто работает не логика мира фильма, а рука сценариста. Диана появляется в жизни героев ровно в тот момент, когда сценарий требует дать им идею для аферы. Никакой органичной связи между героями и этой историей нет. Просто удобное сюжетное совпадение. В хорошем сценарии такие вещи обычно выстраиваются через более сложную причинно-следственную цепочку, чтобы зритель верил происходящему. Вторая серьезная проблема связана с суммой 250 миллионов тенге. В фильме эти деньги просто переводятся на личную банковскую карту Таншолпан. Но давайте будем честны. Это колоссальная сумма. В реальности подобные сборы почти никогда не передаются напрямую физическому лицу. Обычно такие деньги проходят через благотворительные фонды, которые сами оплачивают лечение, счета клиник, перелеты и прочие расходы. Это нужно и для прозрачности, и для финансового мониторинга. Передать 250 миллионов тенге просто на карту – это огромный риск. Деньги могут быть потрачены не по назначению, могут возникнуть вопросы у банков и государственных органов. Поэтому, с точки зрения реализма, эта часть сценария выглядит крайне сомнительно. Можно подумать, что у данной операции был реальный лоббист в лице основателя фонда, который попытался украсть эти деньги у героев. Но если честно, то вопросов к нему было бы намного больше, если бы у него все-таки получилось украсть эти деньги. То есть он отправляет 250 миллионов тенге на карту нуждающемуся, тем самым создает огромный риск потери этих денег, нецелесообразного использования и неправильных действий с точки зрения государства как регулятора финансов. Да его бы сожрали с потрохами за такой мув. И здесь появляется еще одна странность. Для кражи 250 миллионов тенге этот персонаж из фонда отправляет каких-то откровенно ненадежных наркоманов на дело. Это люди, которые с огромной вероятностью могли провалить операцию или просто сдать его силовикам при первом же допросе. Для такой суммы это выглядит, мягко говоря, нелогично. Возникает простой вопрос, неужели у него не было более надежных людей для такого дела? Следующая проблема касается отца Дианы. В финальной сцене фильма он фактически убивает главного героя. Но здесь возникает главный драматургический вопрос. А в чем мотивация? Да, Азамат и Дамир тайно получили анализы его дочери и использовали их для обмана людей, но при этом они напрямую не навредили самой Диане. Более того, их афера никак не забрала у нее деньги на лечение, поэтому мотив отца переходить к прямому самосуду выглядит не до конца убедительным. К тому же остается непонятным, как он вообще узнал, что именно главные герои украли анализы. Дамир, насколько показывает фильм, никому информацию не сливал, никаких сцен расследования тоже нет. В итоге получается, что отец просто каким-то образом все узнал. А сцены, где он начинает пугать героев надписями на двери и обклеивать квартиру анализами, выглядят скорее как элемент хоррора, чем как логичное развитие истории. Есть еще один интересный момент. Фильм называется «Ауру», то есть переводится как «болезнь». Но по сути история рассказывает не о болезни, а о лжеболезни. О том, как герои придумали трагедию и использовали историю действительно больного ребенка. Это могло бы быть очень сильным драматическим элементом. Но проблема в том, что персонаж отца Дианы почти не раскрыт. Мы не знаем его как человека, не видим его внутреннего мира, его боли. Поэтому зрителю сложно до конца эмоционально прожить эту линию. В итоге получается довольно противоречивая картина. «Ауру» — это фильм с очень сильной формой. Отличная операторская работа, музыка, актерская работа, атмосфера. Но при этом сценарий иногда слишком сильно полагается на удобные совпадения и не всегда выдерживает логику происходящего. С одной стороны, фильм производит мощное впечатление и действительно вызывает обсуждение. С другой, если начать разбирать его как историю, в ней оказывается довольно много трещин. Меня зовут Али, и я заранее извиняюсь. До новых встреч.
Минуточку. А все ли так однозначно? Точно ли фильм вообще о лжеболезни? Из чего я вообще решил, что мужчина, который в конце наказывает Азамата, это именно отец Дианы? Ведь если внимательно посмотреть на сцену, возникает одна очень простая проблема. Мы не видим его лица. Все мои предыдущие претензии к сценарию имели бы железную логику, если бы фильм прямо показал, что месть совершает отец больной девочки. Тогда действительно можно было бы говорить о слабой мотивации, нелогичных действиях и странной драматургии. Но фильм этого не делает. Если относиться к фильму максимально буквально, то многие вещи действительно выглядят странно. Перевод 250 миллионов тенге на личную карту, сцены с анализами в квартире, загадочный мститель и его мотивация. Все это начинает трещать с точки зрения реализма. Но что если попробовать посмотреть на фильм метафорически? Что если все происходящее на экране — это не объективная реальность, а искаженное восприятие одного конкретного человека? Причем человека, который с самого начала фильма демонстрирует признаки серьезных психологических проблем. Само название фильма здесь начинает играть интересную роль. Слово «ауру» обычно переводят как «болезнь». Это существительное. Мы задаем вопрос «что?» Болезнь. Но в казахском языке есть и другое значение – ауру-адам, то есть больной человек. И если смотреть на фильм через эту призму, смысл начинает немного смещаться. Тогда фильм можно трактовать не как историю о болезни, а как историю о больном человеке. И если внимательно посмотреть на Азамата, то он действительно с самого начала выглядит как человек с серьезными психологическими отклонениями. Фильм постоянно делает акцент на его резких переключениях состояний. В самом начале картины, перед тем, как взять кредит на свадьбу, Азамат буквально зависает в тревожном размышлении. Он понимает последствия своего решения, на лице читается напряжение. Но как только кредит одобряют, происходит мгновенная трансформация. Появляется широкая улыбка, он становится гиперактивным, почти эйфоричным. Реальность как будто начинает восприниматься им иначе. В психологии подобные явления могут описываться через диссоциативное состояние. Это состояние, при котором у человека происходит временное нарушение целостности психических процессов. Эмоции, память, восприятие и поведение начинают работать как бы отдельно друг от друга. Человек может резко переключаться между состояниями, от тревоги к эйфории, от агрессии к апатии. Иногда такое переключение сопровождается ощущением нереальности происходящего или сильным искажением восприятия. Если смотреть на поведение Азамата через эту призму, многие его действия начинают выглядеть более понятными. Он принимает импульсивные решения, действует под влиянием эмоций, а затем резко меняет свое состояние. Есть еще один важный аспект – его одержимость кредитами. В психологии подобное поведение иногда рассматривается как разновидность поведенческой зависимости. Это состояние, при котором человек начинает получать психологическое возбуждение от самого процесса финансового риска, брать кредиты, делать крупные покупки, жить в долг. Похожий механизм работает у игроков в азартные игры. Такая зависимость формируется из-за выброса дофамина, гормона удовольствия. Человек получает эмоциональный подъем от момента получения денег или совершения рискованного финансового шага, но потом наступает спад, и чтобы снова испытать этот подъем, он повторяет поведение. Именно поэтому люди с подобной зависимостью могут брать новые кредиты, даже понимая, что это разрушает их жизнь. Азамат в фильме как раз демонстрирует такую модель. Его решения почти всегда импульсивные и связанные с поиском мгновенной выгоды или эмоционального подъема. Кроме того, у героя можно заметить признаки патологической лжи. В психологии это явление известно как псевдология фантастика. Это состояние, при котором человек систематически врет, иногда даже без явной выгоды. Ложь становится для него способом контролировать окружающую реальность и собственный образ в глазах других людей. Для Азамата ложь — это не просто инструмент, это основа его существования. Он врет, чтобы получить деньги, чтобы удержать контроль, чтобы не столкнуться с последствием своих действий. Фильм постоянно показывает моменты его внутренних переключений, когда он сначала соглашается отказаться от 250 миллионов тенге, а затем резко решает продолжать обман. Когда во время драки он спокойно хватает нож, как будто физическая боль для него менее значима, чем потеря денег. Или сцена с зеркалом, где он смотрит на себя после убийства Таншолпан. И последняя сцена, где он держит огромную кучу денег и буквально переключается между истерическим смехом и плачем. Если смотреть на фильм метафорически, то многие нереалистичные события начинают восприниматься как искаженное восприятие главного героя. Мы видим мир через призму его психики. Тогда сцены с обклеенной квартирой, с надписью и преследованием можно интерпретировать как материализацию его страха. Это не обязательно реальные события, это ощущение вины, которое постепенно начинает разрушать его сознание. И тогда возникает другой вопрос: кто же тот человек, который убивает Азамата в финале? Я не претендую на истину, но у меня есть своя интерпретация. В этой истории есть еще один персонаж, который всегда присутствует рядом.
Это народ. Именно люди в соцсетях возвышают Азамата и Таншулпан. Они переводят деньги, делают репосты, создают им популярность. Но толпа – вещь очень нестабильная. Та же самая толпа, которая сегодня тебя поддерживает, завтра может с таким же азартом тебя уничтожить. Поэтому человек, который остается один на один с Азаматом в финале, может быть олицетворением общества. Того самого общества, которое сначала дало ему возможность врать, а потом эту возможность у него забирает. В подтверждение этой интерпретации можно вспомнить предпоследнюю сцену, где толпа узнает Азамата и пытается отобрать у него деньги. После аварии выглядит почти невозможным, чтобы отец Дианы так спокойно забрал его на глазах у людей и увез мстить в уединенное место. Не случайно суд происходит именно через отрезание языка. Слоган фильма звучит так: «Тогыз бәленің оны тілден». 9 бед от языка. Ложь стала главным инструментом героя, и именно этого инструмента его лишают. Поэтому финальную сцену можно воспринимать не как буквальное событие, а как метафору расплаты. Возможно, в реальности все было гораздо прозаичнее. Азамата просто арестовали и посадили, лишив его главного инструмента – возможности дальше врать. А все остальное – это уже история, рассказанная через призму сознания человека, который сам оказался ауру адам, то есть больным человеком. Вот таким получился мой обзор. Если говорить откровенно, этот фильм мне нравится. В первую очередь тем, что он дает пространство для размышлений. Его можно трактовать по-разному. Интерпретировать под свое видение, спорить с ним, соглашаться или не соглашаться. И именно за это я такие фильмы и люблю. Я сознательно не хочу воспринимать ауру исключительно как социальное кино. Для меня это в первую очередь смелая и интересная история, которая позволяет зрителю самому искать ответы. Я не смотрел подкасты о фильме, и, честно говоря, мне не особо интересно, что сам режиссер говорит о своем произведении, потому что кино после выхода начинает жить собственной жизнью. И если воспринимать его только через объяснение авторов, то часть магии просто исчезнет. Точно так же я намеренно абстрагировался от всех внешних историй. Например, от разговоров о том, что якобы некий руководитель коллекторского бизнеса профинансировал картину ради донесения социальной идеи. Если честно, подобные вещи в моих глазах скорее обесценивают фильм, поэтому я предпочитаю смотреть на него как на самостоятельное произведение. Если говорить о самом кино, для меня «Ауру» — это действительно смелый и новый фильм для казахстанского кинематографа. Это тот редкий случай, когда картину не стыдно показать зарубежному зрителю. Форма, визуал, актерская игра, атмосфера — все сделано на очень высоком уровне. Но самое главное для меня — это не фильм о лжеболезни, это фильм о конкретном больном человеке. О человеке с психологическими отклонениями, который постепенно разрушает свою жизнь и жизнь людей вокруг себя. И если смотреть на картину именно с этой точки зрения, многие ее странные, спорные моменты начинают играть совершенно по-другому. Напишите в комментариях, как вы интерпретировали этот фильм. Интересно почитать ваши версии. Подписывайтесь на канал, если вам понравился такой разбор, и обязательно скиньте это видео своему другу, который тоже смотрел «Ауру», будет повод поспорить. До новых встреч!